Объемы дноуглубительных работ на Печоре в 2020 году превысили прежние показатели почти в 2 раза – 1 320 000 кубометров. Проблема обмеления реки уже многие годы волнует и жителей Коми, и Ненецкого автономного округа и требует комплексного подхода. Об этом в своем блоге написала депутат регионального парламента Евгения Лесковская. Что касается паводка, то в частности в Усть-Илимском районе в прошлом году республиканский Минприроды определил участки, которые наиболее подвержены затоплению. Они провели оценку ущерба от наводнений и разработали рекомендации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий. Эти рекомендации, что важно, были переданы в Двинское Печорское бассейновое водное управление и являются таким важным весомым обоснованием для финансирования работ на реке Печоре в Усть-Илимском районе за счет именно денег федерального бюджета. Важно регулярное проведение дноуглубительных работ. Главный проблемный участок – отрезок от города Печора до села Усть-Уса. В планах регионального Минприроды на ближайшие годы расчистка русла от затопленной древесины и такелажа. Ее проведут в рамках реализации федерального проекта. Что касается перспектив, то до 2022 года биологи Камского филиала российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов, они разработают научно обоснованные рекомендации по предотвращению вредного стороннего воздействия на нашу Печору. Эти рекомендации будут направлены в Федеральное агентство водных ресурсов, которое уже примет решение о видах противопаводковых работ. Отмечу, сейчас вопрос экологического сохранения реки звучит на самом высоком уровне. Печора обозначена и в указе президента России о стратегических задачах страны.